здесь я вот вырос и долгое время рос с Камран Аббасов. Вот здесь он тренировался, то есть здесь я его готовил. И говорит: Тайке, дядя, да, с ММА именно в 17 лет он пришел конкретно с вопросом: ты будешь меня тренировать? Поставил, блин, ну а что делать, это родной. Он говорит: мы идем в UFC. Денег никаких не было, дрались за медальки. В ВЭФ не было тоже оплаты, на которые у Камрана не было денег. Кыргызов, которые реально болели за Камрана. Там он выиграл $500. Вот. Кто конкретно обещал заплатить за Руслан Кадырмышев, президент, да. да. Вот. И я говорю: Камран, что ты скажешь? Смело. $400 на тот момент должны были заплатить, они как бы не заплатили ни нам, ни казахам. ВЭФ они сослались на то, что там тот, который пригласил в Нарын, вот, там какой-то бизнесмен, вот, он, говорит, кинул, то есть ребята, мы ехали голодные, он тренировался там на улице, то в спортзале, то их закрывают, то это, ну то есть тяжелые времена. Он останется с флагом Кыргызстана, он будет его поднимать в любом случае. Поэтому Кыргыз-Алим. Якуб Юрьевич, можете показать зал, где тренировался Камран? Да, конечно, проходите. Это тот зал. Вот здесь я вот вырос и долгое время рос с Камран Аббасов. Вот здесь он тренировался, то есть здесь я его готовил. Вот в таких условиях, вот, зимой, летом, это без разницы, как бы. Спартанские условия? Спартанские условия, да, совершенно верно. Вот. Здесь мы работали, много что, каких вещей прорабатывали, работали в стойке. А даже вот этих матов не было, это мы уже потом со временем мы отрабатывали и борцовские навыки. То есть основа того была, чтобы завалить противника и забить. То есть вот в таких условиях вот чемпион вырос. Вот, на холоде он бегал, то есть у него режим, он режимил. 4 года он вообще в четком режиме был, то есть 5 утра подъем, холод, не холод, вокруг здесь вот так есть место, где бежать, это ровно выходило 7,5 километров. Он пробегал, вот, зима, дождь. Это не волновало. То есть я понимал, что для него нужно, то есть в первую очередь я работал на функциональную работу с ним, вот, то есть выносливость, вот, и ставил очень хороший удар. Ну, я тут смотрю в зал, и есть же поговорка в спорте, как бы чемпион рождается в подвале, и тут, я думаю, это именно воплощение именно этой поговорки, потому что, ну, я думаю, именно в таких условиях и должны расти чемпионы, потому что это как бы закаляет спортсмена. Ну да, это больше мотивировало его, это больше как бы делало, чем условия сложнее, тем он крепче становится, то есть закаляется, как говорится, как сталь. Вот, и он закалился, на самом деле закалился. Я видел, я наблюдал, что ему это сложно, вот, что это ему тяжело через столько проходить препятствия, то есть это на самом деле препятствия. Я думаю, в таких залах на самом деле рождаются легенды, рождаются истинные чемпионы, которые покоряют мир, вот, и это уже не единичный случай, как с Камраном, вот, это много таких, это как бы, возьмем именитых бойцов, все они начинали с таких вот условий, то есть условия, все, что здесь хватало ему работы на физические упражнения, то есть кроссфит, вот, функционально, ОФП это называлось, потом у нас пришло это кроссфитом, вот, а это общая физическая подготовка, да. Вот, поэтому как бы здесь для него это давало мотивацию, это давало быть лучше, это давало быть сильнее, это придавало ему уникальность этому всему. Конечно, это все сложно, и не каждый парень это может пройти, это очень тяжело. Вот, на самом деле это спецподготовка, вот, наверное, так она и должна быть. Ну и я, как бы, конечно, я его отправлял в другие залы. Он работал как бы со сборниками по кикбоксингу. По кикбоксингу. Да, он не у Воинова, а есть Маралбек.
Да, он сборную тренировал тогда и сейчас сборную тренирует. Вот, к нему отправлял, то есть работать с самыми тяжелыми. Но основная работа все-таки... Основная работа, то есть перед боем, когда мне люди задавали вопрос, куда вы исчезаете за 2 недели до боя, то есть мы в Байце тренировались, я там был старшим тренером, вот, сборной Кыргызстана, ну и это федерации, тогда была Валитуда, вот. Куда вы исчезаете? То есть 2 недели до боя вас нету. То есть основная работа проходила здесь. Но цель моей работы это подготовить его, дать ему понять, куда он идет. Подготовить его морально. Это самая, наверное, большая была и самая сложная работа, чтобы подготовить парня. Сам по себе парень очень добрый, вот, с большим сердцем на самом деле. Вот, и основная работа ему объяснить все, что его ждет, к чему он должен быть готов, а готов он должен был ко всему. Вот. И как бы я знал, куда он идет, и поэтому на тот момент он был моложе, он не понимал, за что со мной родной дядя, то есть я как бы его воспитал, за что он со мной так. Да. Вот, он иногда жаловался, говорит, ты надо мной издеваешься, говорит, вот. Но думаю, все-таки такая воспитательная методика как бы не прошла даром. Вот здесь вот осталось это, я не знаю, раритет, наверное. Все снарядные, то есть перчатки в тех, в которых работал Кемран, я их не выкидываю специально, я их оставил. Все, в которых он проработал, вот они здесь, вот они разорваны уже, порваны, но они для меня и как бы память, что большую работу проделали, пот, кровь, слезы, вот. Ну это и для Кемрана как бы большая идет это, когда он это видит, когда я отправляю фото, он мотивируется еще больше, воспоминания, как он проходил это все, как это все было сложно, в каких условиях. И российским бойцам он говорит, если вы поработали с моим дядей, вы бы поняли, почему я такой сильный. Ну это как-то вот так. Вот, мы сами убедились, в каких условиях тренировался Кемран Аббасов, и я думаю, что все-таки это принесло свои плоды. Спасибо. Давайте пройдемся и просуждаем, и пообсуждаем именно карьерный путь Кемрана. Давайте, хорошо. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Разговор по душам». С вами я, Адлет Тимирланов. Сегодня у нас оригинальный эксклюзивный выпуск программы, так как мы находимся в доме, где вырос прославленный наш чемпион ОНФС Кемран Аббасов. В данное время мы в рамках программы хотели побеседовать о его карьере, о его спортивной карьере и о личных моментах в жизни. И с этой целью мы встретились с его дядей и по совместительству с тренером Якубом Алиевым. Добрый день, Якуб Юрьевич. Начнем, как говорится, с места в карьер. Хотелось бы задать такой вопрос. Часто Кемран Аббасов во время интервью часто благодарит вас. И хотелось бы узнать вот, ваш вклад в его карьеру, как это все происходило, с чего он начинал, какова ваша роль. Да, мы знаем, в жизни любого спортсмена тренер это играет огромную роль, но тем не менее хотелось бы именно нюансов и деталей, так как нам всем очень интересно. Да, конечно, я вам расскажу это. Вот. Почему он благодарит? Ну, потому что в первую очередь я вырастил его. То есть он вырос со мной, он вырос в этом доме, вот, и поэтому как бы я занимался его воспитанием, вот, и когда пришел момент, это ему было 17 лет. 17 лет. Да, он подошел, притащил кучу дисков и говорит, Тайке, дядя, вот я хочу вот этим видом спорта заниматься. Я говорю, что за вид спорта именно, конкретно? Он говорит, я вот панкратион вот здесь вот набрал, посмотрел, говорит, я так тоже смогу. Вот. Я говорю, ну, во-первых, чтобы заниматься этим, говорю, ты знаешь, к чему ты должен быть готов. Но на тот момент 17-летний парень, он откуда мог понимать, что это? Да и тем более для того, чтобы заниматься профессиональным спортом, 17 лет довольно-таки уже возрастной. Возрастной, но он до этого, он в любом случае, он занимался со мной, то есть он видел, он тренировался со мной.
Вот, он с 10 лет, он занимался греко-римской борьбой, у нас здесь хороший. Непосредственно с ММА именно в 17 лет? Да, с ММА именно в 17 лет он пришел конкретно с вопросом, ты будешь меня тренировать? То есть, кому я доверяю, это тебе в смешанных единоборствах, ну и мне, по его воле, по воле Всевышнего пришлось все-таки изучать смешанные единоборства, потому что я сам занимался кикбоксингом, ну, азы знал, вот, то есть занимался классической борьбой, вот, азы знал, но это мне надо было совместить, это надо было изучать, то есть он озадачил меня, вот, он озадачил и сказал, ну, ладно, я как бы для парня посмотрел, потому что когда-то я поклялся своей сестре, что я сделаю из ее сына настоящего мужчину, вот. И как бы, чтобы сдержать слово, так как он учиться он не хотел, вот. Учиться не хотел в школу. В школе успехов особо нет. В школу отправляли, он сбегал со школы. А как раз там директор, моя учительница, классный руководитель Галина Николаевна была, она говорит, вот я Якуба любила, говорит, почему у вас Камран так, вот, почему он сбегает? Вот, как сбегает? Мы его в школу отправляем, а он сбегает. То есть он не хотел учиться. То есть до 6 класса парень гулял, потом как бы я сказал, ну, Камран, а что ты дальше видишь? Кем ты себя видишь? То есть пойти просто охранником каким-то работать или водителем, кем, грузчиком, кем ты будешь? Твоя карьера. Задумайся и приди и скажи мне, что я хочу тайке, да, заниматься вот этим делом, и я тебе в этом помогу. То есть я должен понять, чего ты хочешь. Чего ты хочешь. Ну и как бы, когда он пришел с этим предложением, он сказал, что можно зарабатывать, потому что он смотрел бои UFC, вот, он говорит, там хорошие как бы гонорары и тому подобное, я хочу туда. Я хочу попасть туда. Я говорю, то есть изначально у него была уже конкретно у него сформулированная уже, да, цель уже четко, ясно, понятно. То есть молодые люди в таком возрасте, они еще четко не понимают, да, что-то. А у него четко. Вот я всегда удивлялся в его способности четко излагать свою мысль, что он хочет. И он никогда не отступал, он шел всегда вперед. Целеустремленный к своей цели. То есть если он очень исполнительный парень, очень исполнительный, то есть если ему говорили, вот это надо делать, и это надо выполнить качественно, он к этому относился очень с таким трепетом, с такой серьезностью, что взрослые люди даже к этому так не относятся на самом деле. Вот после того, как он подошел к вам и уже высказал свое, я бы сказал, такое требование научить его ММА, то есть открыть ему мир ММА. Вот вы как тренер, мы знаем, что у каждого тренера есть свои наблюдения, свой анализ, да, то есть по поводу своих воспитанников. А вы как лично, не как дядя, а у меня лично как тренер, что увидели в нем, что разглядели, то есть что, по-вашему, нужно было развивать, а что нужно было подтянуть? Ну, на тот момент я задумался о том, что это очень серьезно, во-первых, но у него есть навыки быстро воспринимать все, то есть быстро учиться. Обучаемость. Да, то есть у него обучаемость, он ловил все на ходу. Вот, он ходил в Спартак, вот здесь по боксу, вот, туда ходил, занимался боксом. Я говорю, ну-ка, давай покажи, что ты можешь. Вот, на лапах поработаем, посмотрим, чему тебя там научили. То есть я посмотрел, я увидел хорошие, сильные удары. То есть их поставленные удары. Да, ну, как бы они тогда на тот момент не были поставлены. Вот. Была сила, но направление надо было дать этой силе. То есть сила удара очень, чтобы хорошая была. Ну, то есть доработки нужно было дорабатывать. Отшлифовать. Да, отшлифовать, да, правильно, совершенно верно. И поэтому как бы я призадумался, и когда мне сестра сказала, ты что, хочешь убить моего сына, отправляя на такое это, я говорю, ну, знаешь, бояться всего, значит, это, ну, как бы это, а он будет мужчиной, и я буду спокоен, если я добьюсь своего результата, того, что я сделаю. Вот. И в нем я видел большую перспективу, я увидел в нем некие навыки, которые он может научиться. То есть для него это не составит труда.
Если другой парень бы подошел бы мне это сказал, я бы сказал, не, извини, я 1000 отмазок нашел, чтобы он пошел в другом направлении, но только не занимался этим видом спорта, потому что он бы завершил бы очень быстро. Как начал, так и завершил бы. То есть, а в Кямране я увидел перспектива, да, у него есть это, у него есть упрямство, есть характер, вот, ну, над которым тоже шлифовал этот характер. Я ему изначально сперва начал объяснять, то есть тактику. Когда он смотрел бои, я ему объяснял, что тебе предстоит проходить, как ты должен реагировать, как ты должен относиться к этому всему, как ты должен уважать бойцов, как ты должен себя вести. То есть непосредственно, что мы говорим, смешанные единоборства, это в любом случае шоу. Как ты красиво себя преподнесешь, так тебя и будут любить. Да, нужно уметь продавать себя. Да, нужно как бы уметь продавать себя правильно. Вот. И поэтому как бы здесь работа очень большая была. И это приходилось делать все мне одному. И я как бы на себя такой груз поставил, блин, ну а что делать, это родной. Вот. Если это он хочет, а что его ждет в будущем на самом деле. Вот. Поэтому мне пришлось вкладывать все свои ресурсы, все свои силы, то есть в первую очередь это морально его очень сильно готовить. Первая работа у нас проходила такая, что я его тренировал, я функционально, то есть это физическая подготовка, функциональная подготовка, чтобы, да, ну тактика уже потом. Тактика уже потом шла. Вот. Первое, мне надо было выработать выносливость в нем. Вот. И если человек дышит, вот, кто знает смешанные единоборства, будут смотреть, и, они поймут, о чем я говорю. Если ты дышишь, ты думаешь. То есть, Чтобы не уставать, да, выдерживать я полную. ему объяснял, смотри, не будешь дышать, ничего не получится. Не будешь правильно думать, не будешь быстро думать, ничего не будет получаться. Ты должен быстро реагировать, быстро думать. То есть твоя задача, ты тоже должен понимать, что твоя работа очень большая. Я тебе буду подсказывать, я тебе буду помогать, я буду тебя тренировать. Но ты должен поставить цель. Куда мы идем? Скажи мне. Он говорит, мы идем в UFC. Хорошо. Представь, какую дорогу надо пройти. Я ему это все растолковал, объяснил, что то-то, 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 то. Вот это будет на пути, столько неудач. Пройдешь ты, выдержишь ты эти неудачи. Вот, И он осознанно, да, он думал, И я он ему давал осознанно время. все это воспринял. Подумай, вот, например, вечером мы сели, посидели, поговорили. Вот, тебе ночь, утром мне скажешь свой ответ. Все, и он четко полностью как бы собрался и сказал, все, я буду это делать, я буду это выполнять. Кажется ли вам, что это было в то время, именно в то время, учитывая, как он только-только начинал, предпринимал свои первые как бы попытки и шаги делал свои, не казалось ли вам это слишком амбициозным? То есть парень, который в 17 лет начинает карьеру в ММА и сразу такая цель высокая. Да, конечно, любой солдат мечтает быть генералом, но тем не менее. Да, ну как бы... нет, я почему-то об этом даже не задумался, потому что я знал, что если я возьмусь за работу, я ее выполню качественно. Вот. А если я буду работать с ним, то она будет в 2 раза качественнее. Понимаете, по ситуации сейчас, видя, кто он, да, вот, вы можете посмотреть на качество работы. То есть, как он выступает, как он идет, он никогда не отступает. Вот, он идет вперед всегда. Вот. У него есть цель. А он идет четко, твердо к ней. Вот. Он может показать шоу, но пока еще время не пришло показывать. Ну, здесь он как бы показывал шоу где-то там на публику, чуть-чуть поиграть там. То есть, Это обязательно, конечно. но я ему всегда говорил, если ты что-то делаешь, ты должен отвечать за свои слова. Если ты в ринге проиграешь, выполнив какое-то действие, показав там на того пальцем, ну, типа я с тобой разберусь, вот, то, соответственно, ты должен это сделать. Вот эту цель ты должен выполнить. И поэтому вы заметили, наверное, по последним его боям, он постоянно на противника показывает и следующий. Вот.
Это такой психологический такой аспект, да? Как бы, да, это- метод, попытка запугивания, можно так. Ну, можно по-разному это трактовать, вот, но в любом случае, как бы он для себя знает, он идет на войну, вот, и там должен победить он, вот, ну и, соответственно, все по воле Всевышнего, вот, он самое главное делает причину и делает это грамотно, вот. Поступательно, этап за этапом, можно сказать, по алгоритму. Хотелось бы затронуть тему раннего этапа становления Камрана как чемпиона. То есть мы знаем, что он начинал сразу в ММА, то есть не было любительских турниров, сразу с профессионалов, Панкратион, Валитуда. А вот хотелось бы именно вот этот период затронуть. Первые бои, как складывались, какие турниры ему покорились? Мы знаем, что вы отмечали не раз, что он не раз в Кыргызстане не проигрывал. Хотелось бы поподробнее об этом разузнать. Ну, первое, это, конечно, у нас была Валитуда, на тот момент люди даже... Очень жесткий вид спорта, кстати. Да, Валитуда вообще даже, когда задавал вопрос, а что такое Валитуда, и почему в Бразилии ее запретили, да? Вот. И россияне, когда слышали в Кыргызстане Валитуда, да как так, у нас это Валитуда, Да. мы не беремся за это, ну, то есть это настолько, что это надо одолеть четверых. Вот, одновременно, то есть там у них искусство это целое, как бы, которое было запрещено в Бразилии, вот. И опять же здесь открыли Валитуда, ну и по Валитуда он начал выступать, и через где-то практически я вышел, тогда был президент Эмиль Токтагунов, вот. Я на Эмиля вышел и говорю, вот мне надо парень, чтобы выступал у вас там, то все, они говорят, ну Якуб, давай пойдем. Вот, по-братски, ты у нас будешь тренером, вот, соответственно, а Камран пускай продвигается, конечно. Эмиль Токтагунов, представитель ВЭФ. Он сейчас, Да. он сейчас представляет ВЭФ, вице-президент WF, вот, но на тот момент он был президентом Валитуда. Да. Можно ли сказать, что Валитуда, ну, на мой взгляд, Валитуда как бы по жестокости, по урону, наносимым противникам, схож с бирманским боксом, резущий, еще тычки, еще сокерки. Ну. Нет, Не было не- страшно, не- когда отдавать своего братишку, так сказать, в такой серьезный вид спорта. Я вам могу просто сказать, что посмотрите на меня, да, я уже седой. Вот, мне 40 лет, я уже посидел. Соответственно, каждый бой я очень сильно переживал. То есть каждый его бой, каждый его раунд для меня отражался очень. Ребята, которые видели, которые были рядом, они видели, говорят, Камран сидит спокойно, он в наушниках сидит, музыку слушает. До боя, да. Да. А я по раздевалке туда-сюда хожу, то есть я как бы его вот эту то есть неспокойствие забирал на себя. Нервозность, да. Да, нервозность на себя забирал. Я-то буду на той стороне, вот, в его углу клетки, а он будет там. Он должен быть спокоен, он должен думать, вот, и делать. А вот затронули тему о его спокойствии перед боем. Мы знаем, что настрой перед боем, вообще перед турниром, то есть непосредственно, в любом виде спорта очень имеет огромную роль. То есть как спортсмен настраивается на поединок, на игру. Хотелось бы узнать, как он настраивался в то время перед поединком и сумел ли сохранить вот эту привычку, или сейчас он настраивается по-другому вообще? Нет, у него все то же самое осталось. Музыку слушает или- Камран, он не меняется, он музыку слушает. Он очень спокойный, он сам по себе очень спокойный человек. Очень спокойный. Его, чтобы вывести, это надо постараться. Я не знаю, что надо сделать, чтобы Камрана вывести. Да. Но он умеет переключаться. То есть в тот момент, когда до боя, конечно, волнение присутствует, все это есть у него. Вот. Он волнуется, как бы переживал больше всего он всегда как бы за то, что в моих глазах ответственность очень большую нес. Смотри, Камран, чуть-чуть ошибка и все. До последней секунды я переживаю за тебя. Даже когда, говорю, он в нокдауне лежит, и ты его добиваешь, я все равно переживаю. Пока не остановят бой. Вот тогда с меня спадало это. То есть сам по себе он остался таким. Он очень спокойный. Вот. И это качество у него очень хорошее, которое ему помогает.
И в данной ситуации сейчас расти дальше, вот, и идти вверх. А вот первый гонорар, мы знаем, что у него была четкая цель состояться не только как спортсмен, но и как бы в финансовом плане состояться как бы. А вот первые гонорары он начал зарабатывать в каком возрасте, на каких турнирах? Первые деньги ему какие турниры приносили? Валитуда, либо ВЭФ, либо Панкратион? Нет, здесь я как бы валитуда, денег никаких не было, дрались за медальки. Вот. Ну, это очень, конечно, печально. Вот. Дрались за медали, за кубки, вот, и за спасибо. Вот. За Рахмат. Рахмат, да, Рахмат. И все. И как бы в ВЭФ не было тоже оплаты, вот, потому что ВЭФ она развивалась только, вот, и они ссылались на то, что очень большие затраты идут и тому подобное. На организационную часть. Да, на организационную. Но на самом деле организационные моменты это очень серьезно и как бы очень много уходит затрат, ну, соответственно, в любом случае вы должны рассчитывать бюджет, да. Бюджет и, соответственно, ребятам давать, чтобы они, по крайней мере, как-то семью кормили и тому подобное, как бы себя хотя бы на себя, то есть софинансирование, да, на себя хватало, чтобы он мог бы к следующему турниру подготовиться. Это зал, экипировка. Да, экипировка, то есть как бы питание. Это питание, это спортивное питание, даже те какие-то мелочи там, на которые у Кямрана не было денег. Вот. И мне приходилось искать деньги, подключались ребята. У нас на Дордое, я хочу отметить то, что на Дордое были ребята, и они сейчас работают. Продавцы, я так Да, понимаю. продавцы, это наши ребята, турки. Вот. И не только турки, и много там было из кыргызов, которые реально болели за Кямрана. Вот. Ну, у нас инициатор он был Хамза. Вот, он сам боксом занимался, то есть он понимал, что нужно вкладываться, да. что оказать финансовую поддержку. Он всегда душой болел, и как бы он собрал ребят и обсудил такую тему, говорит, ну а что, если мы даже по 1000 сомов будем складываться, с нас разве убудет, но мы будем поддержку давать Кямрану, потому что в Кямране мы видим будущее, то есть у меня с ними состоялся разговор, они мне задали вопрос, а он куда идет? Что вы? Конечная цель. Вы гарантию даете? Я говорю, гарантию, ну, конечно, я такую не могу дать, вдруг что-то с ним случится. Но у него цель очень серьезная, и я его веду. Все. Ваше это. Вы можете помогать, помогайте. Нет, мы будем дальше идти сами. То есть, вот. Какой-то период они помогали, какой-то период где-то я находил там, где-то я работал, свой бюджет. А где-то был такой момент, когда сестра, то есть это Кямрана, мама, она говорила так, вы занимаетесь своим делом, вот, я там вам покушать, вы за покушать не переживайте. Бабушка, вот, Кямрана. А вот хотелось бы спросить, мы знаем, что в Кыргызстане очень часто бизнесмены, отдельные политики, скажем, депутаты, да, вкладываются, финансируют спортсменов, не только бойцов, но и в других видах спорта. А вот у Кямрана были какие-то политики или, скажем, известные бизнесмены или общественные деятели, которые финансировали? Вот кто оказывал непосредственно помощь? Нет, такого не было у нас, у нас не было случая такого, чтобы кто-то оказал финансирование именно из депутатов, или кому-то было интересно. Да, Кямран был интересен, было предложение такое, как бы даже в Джашкуч. Клуб Джашкуч, да? Ты выступай за наш клуб, и мы тебя поддержим. Вот. Ну, у нас было свое видение, потому что если привязаться к какому-то клубу, то это значит, он будет вести во главе кто? Вот эти переговоры, я так понимаю, проходили с Айбеком Мусаевым, да? Можно сказать, какого-то рода переговоры. Это по-братски просто поговорили, Айбек говорит, ну хочешь, давай мы как бы вот к нам в клуб. Все это было мирно решено? Да, никакого конфликта, никакого, это по-братски поговорили. Вот, и, нет, у нас свои цели, как бы, вы двигаетесь сами. Вежливо отказались. Да, вежливо отказались, вот. Поэтому как бы не было такого конкретного финансирования, вот. А первое, что ты у меня спросил, Адилет, насчет гонорара, он получил
в Алмате, когда мы Кубок Али был, там он выиграл $500, и плюс президент Алаш Прайд вышел с кармана, вытащил $100, потому что он показал отличный нокаут. Яркий бой, да? Да. Нокаут вечера. Ну, там можно сказать, да, нокаут, Кубок Али там вот был, да, и как бы он в прыжке с колена выключил противника, который был на 10 килограмм выше, выше веса. Я так понимаю, он попытался пройти многие. Нет, Встретил или... он как бы нет, он не попытался, он в стойке, то есть это все проходило в стойке. То есть первые несколько минут он пытался Камрана, он завалил, пытался задушить, где я сидел и говорил: Камран, дыши, дыши, все нормально, потихоньку вытаскивай голову. Он вытащил, начал забивать, его раз резко в стойку поставили. Я говорю: Камран, действуй. И тут он просто, вот они в стойке стоят, он подпрыгивает и коленом попадает прямо в челюсть. Тот падает и все. И как бы вот это его был очень такой яркий, это запоминающий гонорар, который он получил, и он с удовольствием сюда приехал. Как бы, и на что он потратил свой первый гонорар? Ну, он потратил на себя, во-первых, в первую очередь, это как бы там помог маме, там, маме, по-моему, насколько я помню, он телевизор купил, на что мать очень, сестра моя, она радовалась. Вот, сын купил телевизор. Да, ну как бы это очень, это любой матери будет приятно. Вот, ну как бы он большую часть как бы потратил на себя, а остальное как бы, ну это твои деньги, Камран, что хочешь с ними, то и делай. То есть вот все. Мы заработали, вот, пожалуйста, трать их. Вот, ты молодой. Во-первых, я понимал, что он молодой, ему хочется тоже, как бы, у него друзья очень много здесь, вот, на районе живут, и кто-то идет гуляет там с девчонками и тому подобное, а у него режим. Камран в 11 часов должен быть дома, вот. В 12 часов я должен с ним как бы побеседовать, и в 12 он должен ложиться спать. У него режим, потому что в 5 утра ему надо вставать на пробежку. Вот. А вот затронем часть карьеры Аббасова именно в ВЭФ, потому что мы знаем, что массово в Кыргызстане Камрана начали узнавать именно по поединкам ВЭФ. Касательно, помните, я думаю, многие помнят знаменитое интервью на крымском языке, все так рады. Я помню вот общественное мнение, когда вот вышло то видео, что вот все радовались, да, на чистом кыргызском, это, по-моему, турнир против дагестанцев, да, по-моему? Да, Против из Дагестана, да, Кыргызстана, да, вот. И я думаю, немаловажную роль в этом тоже, конечно, сыграли турниры, где он оттачил свое мастерство в ВЭФ. Так вот, хотелось узнать, почему не удалось в полной мере реализовать свою карьеру в Кыргызстане в рамках промоушена ВЭФ, потому что, ну, насколько мы знаем, он был одним из ведущих бойцов, но, тем не менее, уехал в Россию. Каковы причины? Что не поделили? Ну, как бы здесь никакого ссоры никакой не было между организацией, то есть между президентом и мной, между вице-президентом, никакой ссоры не было. Единственное то, что как бы люди, которые обещали заплатить за бой, они не заплатили. А вот. Кто конкретно обещал заплатить за поединки? Руслан Кадырмышев, президент, да. То есть он не заплатил за бой, ну, как бы мы ездили, это как бы не единичный случай. Если бы это был бы единичный случай, тогда бы я бы сказал: ладно, хорошо, Руслан, я понимаю твою ситуацию, что большие затраты, ты где-то там не учел, бюджет и тому подобное. То есть ему систематически не платили? То есть это нет, это было так, вот я вам сейчас расскажу детально, это было в Нарыне, когда Камран провел среди мастеров восьмерку среди мастеров, то есть приезжали с Казахстана, это у него тяжелый противник был, как раз была трансляция по МБТ, Тахир Гафуров как раз комментировал, он видел, как 3 раунда Камран бросал и забивал, то есть это очень тяжелую работу он проделал. Через 3 дня мы едем в Нарын, то есть нам предлагают бой, и здесь противник тяжелее его был. То есть, по весовой категории. Да, они привезли и сказали: ну блин, он 90 килограмм весит. Сейчас он не успеет, он не успеет до 80 согнать. Ну что вы там это, ладно. И Камран как бы особо весогонки такой, то он 83 самое много набирал.
83 на 77 он спускал. То есть большим весом он не гонял, ничего. А особо о весогонке-то знать-то и не знал. Да и я и как бы не привержен к тому, что большие экстра гонки делать. Там, Экстренную весогонку, да? Да, экстренную весогонку. Я не был привержен к тому, что я это не приветствовал. То есть я знал, что может результат прийти к тому, что изнашивание организма очень это вообще опасно, и это очень пагубно может на него повлиять. Мне нужно было, чтобы пацан оставался здоровым, потому что в первую очередь я никогда не забывал, что это мой родной. Когда-то он в свое время, когда маленький был, вот такой бегал, он папа меня называл. Вот. И поэтому как бы как к своему сыну, ну, я, конечно... А вот в Нарыне, возвращаясь. Вот в Нарыне мы провели бой, где тоже боец был с караколом, или с Чолпоноты, я вот точно сейчас не помню. Тоже привезли его, а он опять на 10 килограмм, даже какой 10, может там и 15 килограмм, и даже на весы его не ставили. Вот. Они говорят: Якуб, ну вы примете бой или это? С Казахстана должен был боец. А Камран говорит: а что, я зря приехал? То есть это прошло 3 дня после того, как он с троими уже подрался. Это в Бишкеке, да? Это в Бишкеке, а это в Нарын мы едем. Через 3 дня мы едем в Нарыне, это как бы еще организм не успел отойти от того турнира, он уже дерется здесь. Вот. И я говорю: Камран, что ты скажешь? Смело. Вот. Он принимает бой, он, конечно, первый раунд, он травмируется, он ломает, ну не ломает, а трещина у него была на ноге, где он бьет лоу-кик, в колено попадает, у него треснуло. Но в первом раунде, и он выходит, я говорю: что? Он говорит: нога. Я говорю: забудь про нее, иди дерись. Вот. Потом, говорю, мы разберемся с твоей ногой, иди и выиграй его. Ты принял бой? Вот, надо его, говорю, выиграть. То есть он провел 3 раунда по судейским запискам, он выиграл этот бой. Решение судей, да? Да, решение судей, потому что ну, в основном проходило в стойке, ну, в партер он много заводил в партер, то есть броски были. Вот, хоть он и тяжелый, он бросал. Камран никогда не смотрел большой или там какой он там, он просто брал и бросал. Вот, то есть и те элементы, которые мы с ним прорабатывали, что тебе нужно, Камран? Зайти, вот, поднять, бросить и забить на земле. Все. Вот. И в итоге, получается, после такой тяжелых турниров подряд. Да, $400 на тот момент должны были заплатить, они как бы не заплатили ни нам, ни казахам. Где тренер из Казахстана, он очень хороший мой знакомый, он дрался с нашим Русланом Аббасовым, покойником. Вот. Он говорит: Якуб, говорит, что за дела, говорит, как так относятся люди? Я говорю: ну они и нам не заплатили, ну вам, может, заплатят. А там как бы уже ВЭФ, они сослались на то, что там тот, который пригласил в Нарын, вот, там какой-то бизнесмен, вот, он, говорит, кинул, то есть, ребята, мы ехали голодные. Я помню, у Эмиля я подошел, говорю: Эмиль, у тебя сколько денег есть? Он вытащил с кармана, я у него все забрал. Сникерсы купил, говорю: ребят, вот вам сникерсы. Короче, до Бишкека кушаете сникерсы, и все. Это после турнира? Да, все ребята, конечно, не получили этих денег. Все, кто дрался, там, Бахыт Бекбоев, вот, добрый. То есть, как бы, дрался Актилек, дрался. Алгар, вот, да, Алгар. Ну, много наших ребят, это сборная хорошая была. То есть, и это послужило причиной расторжения контракта отношений с ВЭФ? Да, ну то есть, как бы люди, они сперва показали себя с хорошей стороны, где я принимал участие в развитии даже организации, вот, помогал, то есть я привез им грузина, то есть Нодара. Нодара, да, помню. это я привез им. По-моему, турнир Глобал, если не ошибаюсь. Да, Глобал был, там в тоже, Бишкеке, да. это там тоже выступал Камран, вот, на этом турнире, где Нодар дрался против Кылыча Саркыбаева, вот, США, вот. И они мне попросили, говорят, за $500, говорят, ты можешь, говорят, договориться с Россией, там у тебя же все-таки связи есть? Я говорю: да, конечно, есть. Вот. И на тот момент Нодар Удурашвили, он
был на отдыхе. То есть у христиан пост, и он держал пост. То есть кроме рыбы он ничего не кушал. Он приехал сюда полудохлый. Вот. И он говорит, да, что я поддержусь, короче. Ну, они как бы немножко всегда недооценивали кыргызские бойцы, а что они, короче, там, у них развитие там такое, короче. Вот. Ну, где на самом деле Хлыч мог бы проявить немножко это, ну, это мое видение, опять же, это мое видение, Хлыч немножко проявить настырство, вот, и выиграл. Не дожал, да? Не дожал, да, можно сказать, не дожал, а так бы выиграл бы это. И с ними вместе прилетел Бесики Гиринава, который сейчас на данный момент тренирует Кемрана Аббасова. Вот. Тоже грузинский Да, он грузин, специалист. то есть он сам с Грузии, то есть он тренировался в Ростове-на-Дону, это был клуб, легендарный клуб «Легион». Да, он общекомандным, они мир выиграли, М1 челленджер был, вот, общекомандно они выиграли мир. Вот, там, получается, мой одноклассник Ансар Чалангов дрался. Вот. Эти ребята, вот, можно сказать, первопроходцы, и в UFC они дорогу открыли. Вот. То есть Ансар меня познакомил с Бесиком. Вот. А мы с Ансаром были одноклассники, вот, учились вместе. И вот Ансар познакомил и сказал, вот хороший парень, он на самом деле порядочный, хороший парень, спортивное воспитание, очень такое, сказал, сделал. Я говорю, То есть можно сказать, что именно вот это знакомство с грузинским специалистом предопределило карьерный путь Кемрана Аббасова впоследствии, так как он стал его тренером нынешним, который сейчас да, да, сейчас он действующий тренер Ивошни. Вот. Да, можно сказать, как бы это, но в любом случае ребята уже, даже если бы и Бесик не приехал, уже ребята со мной переговоры все равно вели о том, что давай Кемрана в Россию, а с России уже легче в зарубежную организацию конечно, попасть. Плацдарм для наших бойцов. Да, плацдарм, то есть, ну, как бы надо было набить хороший Рекорд, да? рекорд, то есть с кем ты дрался. То есть на тот момент, даже когда Валитуда была, мы же не понимали, что нам нужен шердог. Американцы смотрели на это, ну, у нас немножко чуть-чуть отсталость была от того, что мы не понимали, что вот эти бои надо сохранять, вот эти видео надо сохранять. Все это надо сохранять, шердог, там создавать, рейтинг, Инстаграм, там все это как бы, все качать и качать. Не только качать бойца, вот, а качать мультимедийную часть, да, медийную часть. Медийную часть полностью вести. Никто этим не занимался, как бы, ну, здесь я немножко там в Инстаграм кину его, короче, раз, да, я и до сих пор, да, как бы остаюсь тем, который я говорю, слушай, я твой менеджер бесплатный, вот. Где я кидаю даже заранее это, даю информацию людям, что когда будет бой там и тому подобное, ну, как бы, в любом случае. И получается, именно в этот период было принято решение покинуть Кыргызстан, переехать в Россию. Да, я Руслану сказал, Руслан, хотя останавливал, говорил. Кадырмышеву, да, это получается? Руслан Кадырмышев, он говорил, Якуб, не отправляй, он хороший боец, он мне нравится, говорит. Я его сделаю чемпионом мира, так же, как и Актилека. Вот. Я говорю, ну, он будет чемпион мира только для Кыргызстана, но никак не для всего мира. Вот. Потому что в любом случае, как бы, развитие это, во-первых, совсем другое у вас. Вот, и видение у вас совсем другое, вот, более масштабное, и широко вы не смотрите на это. Вот. А в других, и самое главное и самое основное, что меня зацепило, это, то есть, мой парень, он дерется бесплатно. Это его кровь, это его пот, это его слезы. Главная причина. Да, это главная причина, потому что, ну, я смотрю на своего сына, а он страдает, он ничего от этого не получает, то есть, как бы, да, растет его имидж, его статус его растет, но а что он получает? Он ничего не получает, он как бы, в чем он ходит, только что я могу ему купить, вот, и все. Вот. Парень молодой, он должен все-таки выглядеть соответственно, чемпион, так чемпион. Вот. И это было причиной того, что я просто разочаровался в этой организации, вот. И перестал с ними вообще какие-то сотрудничества, на что я где-то со стороны слухи, земля слухами полна, там люди на меня обижаются, там люди на меня злые и тому подобное, но мне какая разница?
Это ваши проблемы. Это То не есть мо- вы сейчас не поддерживаете никаких ни рабочих, Нет. ни личных отношений с... Нет, и с- почему? Салам алейкум, ва алейкум салам, и все. Мгм. То есть на таком уровне. Вот, и все. Яблоко раздора, Кемран Аббасов и его... Да, ну люди как бы зло может быть там, я не знаю, может неприязнь какую-то вызвало это и тому подобное. Почему Якуб так от этого? Вроде мы же помогали, они считают, что давая бои, мы помогаем. Но сколько труда, сколько всего, у него же есть семья, ему же надо кормить, вот, ему себя кормить надо. Где-то нам же надо на ту же подготовку брать деньги. Это самое мало здесь подготовиться, это баксов 500 надо. Это на том уровне я говорю. Сейчас на том, котором уровне находится Камран, это не меньше 10 тысяч долларов уходит на подготовку. То есть на тот момент это было 500. Сейчас ну, вы не даете этих денег, хотя бы половину суммы этой дали бы. И то было бы полегче. То есть мне приходилось искать ему финансирование, мне приходилось разговаривать с людьми, мне приходилось с ним работать, вот, подготовить, морально его подготовить, чтобы он вышел с чистой головой, провел отличный бой, показал хорошую, как бы, такое-то, чтобы для людей это было интересно. С другой стороны, вот мы плавно хотелось бы перейти его этап карьеры в России, так как после ВЭФ он уехал в Россию. И, ну, на мой взгляд, для большинства любителей ММА, в Кыргызстане в частности, он пропал из медиапространства, так как, да, он подписал с российским местным промоушеном, но не засветился ни в ИСЕ, ни в М1 в первоначальное время. Вот. Хотелось бы именно про этот период побольше узнать, чем конкретно тогда занимался Кемран и почему выбрали именно такой путь развития. И чье было это решение? Ваше, либо лично Кемрана? Не, ну это, во-первых, решение принимал я, вот, а он окончательно, то есть он смотрел на то, что я скажу, обдумывал то, правильно ли это будет или нет. Вот. То есть было предложение, был разговор с Бесики Гиринава, где Бесик сказал, мы можем его в тейч-крип. То есть, Бесик Генерава это у нас... Это тренер, который сейчас в данный момент, сейчас там тренирует его. Вот. То есть, я говорю, что это за организация? Это организация такая, через которую прошли много бойцов знаменитых. Там, Федор Емельяненко, много кто, Харитонов, много кто дрался. Вот. Много знаменитых звезд там дрались, вот, где был президентом, это Алексей Яценко. Вот. И там мы уже как бы обговорили это все, я обдумал, вот, все за и против, но я на тот момент понимал, что я теряю и отдаю чемпиона, им готового отдаю чемпиона. То есть в условиях, получается, он уезжал один? Он уезжал один, то есть у вас было минимальное влияние на него? У меня было минимальное влияние, то есть мне надо было последнюю инструкцию дать, вот, тому, что, короче, Камран, ты должен следовать тому, что я тебя научил, я твой характер закалил, я тебя подготовил практически ко всему. Просто дорабатывай это все. И все. Но я понимал, что я теряю Но вы в глубине души осознавали, что рано или поздно придет то время, когда, ну, придет расстаться, потому что, ну, в любом случае так и должно было быть. Или у вас изначально был план вместе быть постоянно? Да, как бы всегда разговор шел о том, что, говорит, мы с тобой никогда не расстанемся, потому что, говорит, он всегда приравнивал Майк Тайсона и его тренера, вот, Каз Дамату. Он говорит, мы с тобой такие же, говорит. То есть вы видели... А вот после расставания у вас не было какой-то обиды, скажем, или сожаления? Не, обиды не было, сожаления, конечно, сожаления. Столько сил вложено в него, столько усилий. Не, сожаление, ну какое сожаление может быть, если он на таком уровне, он поднялся, я только рад, я горд. Вот. Поэтому какое может быть сожаление? Конечно, я переживал, и до последнего все бои, которые он проводил, приходилось мне вести пока он не отключит телефон, то есть он со мной беседовал, он спрашивал, я знаю, ну, как лучше его, как не я, знает, что ему надо.
Вот, я знал, как его настроить, вот, и тому подобное. И вот у нас постоянно идет беседа. One Championship он уже начал выступать. Каждый бой я его веду. Все, вот его везут. Он говорит, все, мы выехали. Все, я начинаю. Я понимаю, что ему это нужно, это ему необходимо. Вот. И как бы, ну и тем самым я таким образом, даже на расстоянии, я помогал ему. Вот. Я считаю, что и он даже это скажет, вот, что помощь. Вы до сих пор, то есть, оказываете влияние на его решение, то есть. На его решение уже никто влияния нет. Его решение это будет его решение. И это его будет шаг. И за это То есть вы шаг- сейчас уже особо как бы Нет. или как все Нет, это происходит? нет. Ну как бы я вот до последнего, до защиты титула даже было, что связано, вы знаете, сейчас трудное время, пандемия, вот, карантин, туда-сюда, там он тренировался там на улице, то в спортзале, то их закрывают, то это, ну то есть тяжелые времена. То есть тяжелые времена, такие условия, у него до сих пор нету спонсора конкретно, нету спонсора. Даже в России они не смогли, хотя менеджер должен был создать ему условия. То есть там в контракте прописано, что он находит спонсоров и тому подобное. Вот. Но как бы не было, то есть было только одно договоренность, и это меня радует, что Бесики Гиринава познакомил там с ребятами, то есть они сами турки, отсюда в 90-х годах уехали. Этнические турки, которые раньше проживали у нас в Кыргызстане. Да, у нас проживали в Кыргызстане, а там они как бы бизнесмены, у них своя строительная фирма Иркумут. Вот, и где они сказали, ну, если парень способный, мы ему будем помогать по-братски, опять же. Финансово. Да, финансовая часть. То есть богатые люди, то есть при деньгах. Вот. Где Бесик тоже повлиял, вот, познакомил. Вот. Ну, то есть не без его участия, как бы Бесику за это тоже, конечно, спасибо большое, что он это все. А вот другой вопрос. Побежал. Мы знаем, что вот последним таким событием в информационном пространстве ММА Кыргызстана стало неожиданным. Это решение Камрана Аббасова выступать под российским флагом, взять гражданство Российской Федерации. То есть, чье это было решение, чем оно мотивировано. И у меня также родился еще один вопрос закономерный. Если финансово Россия особо и не вкладывается в нашего бойца, в чем мотивация Камрана взять российское гражданство? Потому что, ну, для кыргызстанцев, для Кыргызстана потеря чемпиона и потеря такого бойца, как Камрана, который является родным, ну, это большая потеря для нашего спорта. И вот хотелось бы узнать. Да, я вам объясню. То есть Кыргызстан не теряет бойца. Он останется с флагом Кыргызстана, он будет его поднимать в любом случае. Вот. Ну а как будет Россия помогать гражданину Кыргызстана? То есть это было неким таким обязательным условием? То есть, да, соответственно, если ты гражданин, ну там не то, что даже условия, вы понимаете, здесь момент того, что у него есть семья, там 2 детей. То есть они граждане России, а он гражданин Кыргызстана. Это больше такое бытовое. Да, это и бытовое, это и участие в том, что это и касается и спорта. Вот. То есть он не может же постоянно оставаться гражданином Кыргызстана, жить в России, вот, где финансирование от Кыргызстана нет вообще. Люди как бы, ну то есть правительство. Со стороны государства? Люди его любят здесь. Люди его любят. Я вижу, я прям кайфую, как они любят. Я думаю, я настолько что ли не люблю его, как они вот на самом деле относятся к Камрану, когда он начинает говорить на кыргызском языке. И это у меня мурашки вызывает, да. Но опять же, есть такие те моменты, когда на самом деле здесь играла роль то, что мы ждали до конца, что все-таки правительство отзовется. Но правительство не отозвалось. Это раз. А во-вторых, со какими бизнесменами, с кем я только не выходил на связь, вот, с диаспорами разговаривал и тому подобное. Давайте,
То есть я и Турцию подключал. Мгм. Вот. Вот тоже странный момент. Почему Да. взял не Турцию гражданство, а именно Россию? Турция, как бы она сказала, ну это те люди, ну как бы я с ними конкретно там секретарем не разговаривал, ну генеральный секретарь, короче, с Турции сказал, да, мы поможем Камрану с гражданством. То есть мы создадим социальный пакет для спортсменов, у них все условия, у них да, дома дают, машины дают, то есть как бы условия хорошие, отлично там живут. Даже есть один дагестанец, One Championship, дерется в легком весе, где он представляет Турцию. Гусейнов, по-моему, если не ошибаюсь, его фамилия. А условие какое было со стороны Турции? Условия никакое. То есть Турция, она что сделала? Вот когда вот я вам и не договорил с карантином, когда все это связано было, Турция, она выслала $1500 Камрану на подготовку, на защиту титула. Это посольство или определенный турецкий клуб? Или... Это определенно диаспора. Диаспора, турецкая диаспора. Да. Ага. Турецкая диаспора, которая могло, ну это на протяжении 3 месяцев у меня шли переговоры с ними, чтобы они выслали 1500, я говорю, 1,5 миллиона кого-то, я честно слово, ну это смешно, да, это смешно, но с другой стороны, конечно, каждая копейка, вот, дорога, как бы, и особенно бизнесмены, они всегда считают каждую копейку там и тому подобное, но, понимаете, столько труда, днем и ночью мне надо было на телефоне сидеть, разговаривать, потом мне сказали, приезжай, вот, конкретно президент всех диаспор, он находится в Алмате, встреться с ним, я полетел, не посмотрел ни на что, я полетел, карантин, не карантин, я полетел туда, то есть, оказано, в результате была помощь, 1500 они сперва выслали, потом $500 уже перед боем они выслали, потому что, говорю, не после боя сразу же деньги не дают, говорю, это перечисление все в течение 10 дней там, и тому подобное, но на что-то надо жить, у него маленькие дети, вот, в любом случае, как бы, вот. Ну и, и в таком русле, и в таком этом я постоянно с ним работал. То есть Камрану мне надо было одному помогать. Потому что, ну там одно дело, ребята там с России, там по-свойски, там 10 тысяч рублей, там это, но это же все там мелочи. Затраты очень большие, у него где-то около 100 тысяч рублей только уходит на жилье и тому подобное. То есть он живет на квартире, вот, питание, спортивное питание, подготовка. У нас самое мало уходило 6, 7, до 10 тысяч долларов на его подготовку. А вот подытоживая вообще его мотивацию сменить гражданство, то есть Камран Аббасов сменил гражданство в связи с семейными обстоятельствами, я так понимаю, и с некой выгодой со стороны спонсоров, или как можно охарактеризовать, сформулировать, чтобы четко понимать его позицию? Я вам скажу, его конкретная позиция, то, что, короче, в любом случае у него там семья. И он должен был получить гражданство. Это не то, что там выгода там, с Россией. Знаете, в России сколько бойцов? Очень много. И каждый хочет драться. Вот. И что он будет там какую-то выгоду иметь, я сомневаюсь. Вот. То, что ему надо там гражданство, по крайней мере, он будет какой-то получать там, я не знаю, даже когда он едет в больницу, то есть как гражданину Кыргызстана ему эти услуги очень дорого стоят, а как гражданину России они уже будут дешевле наполовину. Почему мне хотелось вот этот момент очень уточнить, потому что, ну, как вы знаете, может, вы замечали, в Кыргызстане у нас очень простые кыргызстанцы, граждане, очень болезненно воспринимают, когда наши спортсмены уезжают в другие страны и выступают под другими флагами, потому что у нас такое было, есть и до сих пор происходит. Поэтому хотелось бы прояснить для всех кыргызстанцев, под чьим флагом будет выступать, и если даже это будет так, то почему? Вы знаете, когда-то Кабарлар, это как раз после Дагестан против Кыргызстана, мы дрались, они приехали к нам, брали интервью, и потом мы у них были в гостях. Вот. Там я заявил, там он заявил, Камран, что он донесет флаг Кыргызстана до UFC. Он это сделает. Он человек слова.
кыргызский флаг он никогда не оставит в любом случае, потому что, по крайней мере, у него, он патриот, он на самом Да, деле большой патриот, насколько мне он известно. патриот, он делает это не с какой-то выгодой, он это делает просто от того, что у него большое сердце. На самом деле, когда пишут там клавишные чемпионы, ну извините, так оно и Хейтеры. есть, да, и говорят, все, там продался и тому подобное, но вы сути же не знаете того, что сколько парень проходит беды, сколько труда егошнего, короче, это все проходит просто так. Он за это ничего не получает. Вот когда говорят, ты продался и тому подобное, ну как понять продался? Вот. Есть какие-то нюансы, которые его столкнули, вот. И я могу сказать, даже когда он готовился вот сейчас на защиту титула, вот, столько было препятствий, столько всего, ну а где вы вот эти вот чемпионы хотя бы написали Кямрану, Кямран может тебе чем-то помочь, вот, обстановка такая, ну, он бы с удовольствием бы, наверное, это, и тогда уже на основании этого, когда уже вы помогли, вот, вы помогли, и потом сказали, ты нас предал, мы тебе помогли. Вот были ребята в США, то есть они остаются тренера, который мне позвонил и говорит, Якуб, когда мы за пояс выходили, только за пояс драться, и он говорит, Якуб, у вас какие-то проблемы? Пишет мне человек, которого я в принципе знать не знаю. Я говорю, да, есть у Кямрана проблемы. Я говорит, могу помочь в размере $500. Я говорю, Рахмат, вот от души, Рахмат, что тебе надо? Рекламу, что тебе надо? Пожалуйста, мы это все сделаем. Он говорит, ничего не надо, это по-братски. Все. Я этому человеку благодарен, он это сделал от души. На самом деле я благодарен, не то что даже Кямран. Он написал мне, он позвонил, он связался со мной. То есть человеку было, он говорит, мы учились, когда вы показывали в Инстаграме, что такое резина, мы научились от вас работать с резиной. Мы учились от вас, вы много новшества. Это поклонники, я так понимаю. Нет, они сами тренера ваши, то есть ваши они тренера сами тренируют. И мы, говорят, учились от вас, брав, почему функционально он такой крепкий и тому подобное. То есть они своим бойцам это давали. Вот, ну, даже сути не понимая, как с резиной этой работать, но они видели некие упражнения, и они это делали. Вот, и поэтому как бы они брали пример, они хороший брали пример, они молодцы. Вот, то есть они не брезговали никакими этими, то есть там от кого-то как-то это, но они видели перспективу, например, и Вош, когда мы приезжали, я помню, нас там встретили, Халыч Сыркыбаев тот же. Вот. Все как они нас встретили. Нас здесь в Бишкеке так не встречают. Вот, честное слово. Наслышан. Вот. А там нас встретили, на самом деле, кого-то мы к себе домой приехали. Вот. Но это правда, это факт. Вот. И поэтому предателем назвать Кямрана, кто это говорит и кто это делает, он на самом деле сам пусть задумается о том, что он говорит. Парень этот, который на протяжении стольких лет, а я вам скажу, с 2012 года он четко несет флаг Кыргызстана. Вот. И ничего не требует от Кыргызстана, вообще ничего не требует. Отлично. И взамен ничего не просит и не говорит, дайте мне, пожалуйста, когда он у кого что попросил. В большинстве случаев, если так взять, я его всегда ограждал от этого, говорю, никогда ничего ни у кого не проси, я сам это сделаю. Чтобы на тебя никакое пятно не ложилось, что ты там вот тебе скажут, а ты вот такой. Нет, пусть на меня ляжет, я за это отвечу. Перед любым человеком, который мне помог, пусть он придет и мне скажет, Якуб, я сделал, а ты что-то не выполнил. Вот. А здесь, говорю, это уже задача моя, Кямран. И поэтому Кямран ничего нет, и поэтому грех видит Аллах, вот, грех Кямрана называть предателем и писать там какие-то нехорошие вещи. Вот. Ну, опять же, с каждым не будешь же в интернете. Да. Это время, это, ну, не до этого.
Поэтому Вот. и цель такая, прояснить ситуацию, потому Да, что я вам- все это как бы активно не форсится в соцсетях, активно в медиапространстве не освещается, и хотелось вот, как говорится, из первых уст узнать. Так вот, мы подробно осудили его, подробно его карьеру, и вот о текущих делах, и вот коротко хотелось бы затронуть его будущее. Вы мне ранее говорили, что у него есть уже предложение от UFC, перейти в UFC. Какое он решение примет? Я думаю, скорее всего, он примет, но когда, в каких сроках? Хотелось бы эксклюзивную информацию. Сейчас в первую очередь он должен, вот сейчас он своим здоровьем занимается. потому что, Восстановление. да, восстановление, он получил травму, вот, на последнем, то есть, вот, когда защита пояса была, сломан был нос, пропустил, ошибка. Вот. Не без этого. Да, ну теперь и у него и так была проблема с носом, то есть надо было делать операцию, практически человек одной ноздрёй дышит. Перегородка, да? Да, Вследствие да, постоянных боев. Да, постоянно боев, раз, ударили. Распространенная травма, кстати. Да, распространенная травма, и поэтому как бы вот ему надо поправить свое здоровье. Предложение будет от UFC, я уверен, что будет предложение, я уверен в этом. Вот. Примет ли он его? Конечно, примет. Потому что его дорога уже давно туда. Вот. Он давно перерос даже в NFC, вы заметите, он дерется уже. Ну кто там противники? Да, уже нет, зачистил свой дивизион, в принципе. Нет. Да, и если мы будем говорить, почему он провел первые 2 раунда так плохо, но NFC сделала все, чтобы, короче, он плохо провел бой. Они не давали, они 14 дней держали пацана на карантине. Вот. И даже тренироваться не давали. Не давали, периодически выйди там попотеть, чтобы вес согнать, потому что там такая система, ты приезжаешь и до боя 3 дня тебя взвешивают. Ты должен один и тот же вес держать, у тебя берут анализ, вот, мочи, то есть, соответственно, что уровень воды в организме соответствовал, чтобы не, потому что у них летальный исход был. Вот, и чтобы соответствовало, это очень тяжело. Из-за экстренного весогонки. весогонки. Весогонки, и что не гоняет на воде. Должны гонять на воде. Ну, а на воде гонять, это тоже как бы страдают органы, вот, и тому подобное. И поэтому как бы вот эти все моменты, они, конечно, выпускали. Вот. И он там спрашивает у ребят, говорит, а вы что, тоже на улицу не выходите, те, которые дрались там с Россией? Нет, говорят, нас выпустят. А в чем мотивация промоушена не давать Кямрану в полной мере подготовиться к поединку, к защите? В чем их Ну, в первую очередь, там вице-президент One Championship, это сидит американец. Соответственно, большой уклон идет на американскую публику, на продаваемость, продаж тех же боев и тому подобное. То есть, прав телетрансляции, да, продвижение бойцов? Они берут на Азию, то есть свою часть, вот, и большую часть они кидают Южная, Северная Америка. То есть трансляции, продажа трансляций, вот, все. Поэтому им нужно было посадить американца, чтобы он с поясом остался, вот. Ну, а Кямран как бы сделал, ну, я его перед боем дал четкую задачу. Кямран, тебе не надо с ним бороться, не надо показывать свои фишки. Конечно, все твои фишки уже выучили, как бы, и тому подобное. Но хотя Кямрана бесполезно изучать. Он может на бою перестроиться и сделать совсем другое. Вот, поэтому говорю, не надо, просто надо тебе биться с ним. Вот. То есть на руках работать хорошо, на ногах работать хорошо. И да, когда до последнего люди уже смотрели с таким разочарованием того, что сейчас Кямран проиграет, а кто-то с радостью, ну, Кямран опять же удивил. То есть одно, Кямран никогда не простит ошибок. Одна ошибка, он ей воспользуется, он ее увидит. Практически 2 раунда он не дышал. Ему было тяжело, заливала кровь. Вот. И дышать ему было тяжело. Кто это знает, то этот знает. На самом деле это очень тяжело. И в итоге он победил. Да, это характер. Здесь, можно сказать, сыграл большую роль характер. И то, что мы нарабатывали, опять же, старая школа вот, дала Вот в тему старой школы. Буквально
двух-трех словах хотелось бы узнать. Камеран, да, это ваш первый воспитанник. А вот планируете ли вы еще воспитать еще такого бойца? То есть помимо, да, он, ну здесь первый ваш воспитанник, он все-таки был вам племянником, то есть это как-то родная кровь, но как же другие? То есть будет ли из ваших залов выходить еще чемпионы? Я думаю, да, я думаю, Кого нам ожидать в будущем? Можно даже так я перефразировать. думаю, что будет, да, я думаю, что будет все-таки. Я еще не остановился, я еще сам как бы Не завершили карьеру. Да, я не хочу, я еще не завершил карьеру, я хочу как бы удивить еще людей. А есть конкретные фамилии бойцов, которых вы лично сейчас готовите, тренируете? Сейчас, вот сейчас на данный момент я сейчас ни с кем не работаю, Мгм. абсолютно. Сейчас я как бы чуть-чуть занялся тоже своим здоровьем, потому что, ну, как бы есть моменты того, что в мои 40 лет все-таки все равно как бы дает о себе себе знать. травмы там, и тому подобное. Вот. И сейчас я чуть-чуть взял промежуток отдыха, это, но есть у меня ребята, есть чемпион мира, который это тоже мой воспитанник, Бахтияр, вот, он выиграл ПФЛ, чемпионат мира, это мой воспитанник в тяжах, вот. И если сейчас все будет, иншаллах, хорошо, я думаю, я займусь им. Есть у него братишка Осман, вот, тоже как бы хороший перспективный парень. И я думаю, что в 70 килограмм я сделаю еще одну такую популярность, если все по воле Аллаха будет хорошо. Вот, здоровье самое главное. Вот, и я все-таки еще удивлю. И опять же я присматриваю то, что я хочу сделать здесь клуб. Мгм. Свой личный спортивный клуб. Да, свой личный, чтобы он там, я не знаю, Быть Алиев, независимым, да. Алиев, Якуб было написано, и все знали, куда они идут, что этот человек вкладет душу Мгм. в развитие ребят и тому подобное, да. Есть девочки, вот. Кстати, вот Полина, вот, будет чемпионкой в женском дивизионе, то есть тоже есть ко всему способности, вот. И поэтому как раз Планы есть. пользуясь случаем, я это немножко раскрываю, то есть перспективные ребята, есть, то есть я жду предложений тоже от людей, то есть как бы люди не должны оставаться в стороне, что я ко всем приду, Мгм. И будете собирать да, по и домам. буду собирать, вот. Вы делайте предложение, welcome, я, пожалуйста, я с удовольствием поработаю, вот. Поработаю, но не я же должен бегать за ребятами. И как бы я пока сейчас насытился, так, сытый лев, так сидит, отдыхает, нормально все. Вот. Но как бы нет, вы сами делаете предложение. Если ребята мне делают предложение, они вот живут в Канте там, и они говорят, давайте приезжайте, здесь с нами работайте, то есть вы же все-таки нас ставили, то есть вы наш наставник. Вот, работайте с нами дальше. Он выиграл пояс по любителям ПФЛ, да, но ему надо уходить на профессионалы, вот, и расти дальше, то есть, и дай Аллах, может быть, в ближайшее время он тоже будет уже в UFC, и там в Балатор, ну, неважно. Конкретная фамилия этого бойца? Бахтияр Наурузов. Да. Бахтияр Пожелаем Наурузов. удачи Бахтияру Наурузову, будем ждать его UFC. И такой последний завершающий вопрос. Кыргызстанцы, весь Кыргызстан, ну, Камерана знают под прозвищем Джинды Кыргыз, в переводе сумасшедший кыргыз. Но я уверен, помимо этого прозвища есть и другие. Хотелось бы об этом узнать. Бразан наглый, он всегда, то есть его ребята как бы прозвали, потому что он, когда выступал здесь, он всегда наглел. Мгм. Он подходил к С нахрапом, да, действовал? Не, он интересно, он вообще уникальный человек, если на самом деле, кто его знает. Вот. Он подходил к бойцам и начинал, он знает, он противник, он начинал с ним беседовать, на нервы действовать. И со стороны ребята... Провоцировал, да? Да. Не то, что здесь провокация, а такая легкая беседа о том, что я сейчас тебя сломаю, что ты... Вот, я об этом как бы это...
И он он такой, и как бы ребята со стороны, когда это все видели, смеялись, наши сборники, вот. И они говорили, наглый, вот везде наглый. И он в октагоне, он в ринге был таким. Он нагло вел бой. Вот. То есть это обратная его сторона. То есть он очень добрый парень. Его бойцовская личность, можно Да, так его сказать. бойцовская личность. А то, что Джинды Кыргыз его прозвали, на самом деле он злой кыргыз. Вот. Если, как вы видите, что он делает. Он на самом деле показывает, он сотворил историю для Кыргызстана. Никто One Championship не держал пояс и тем более не защищал. Вот, понимаете? Поэтому люди, конечно, должны на это обратить внимание и понять, что когда говорят о нем что-то плохое, вы посмотрите, сколько сделал хорошего этот парень. Вот, он, в принципе, простой человек, вот, но он сотворяет и делает историю. Он делает для кыргызского народа же это. Он же не только для себя делает это. Поэтому Кыргыз Алим, он для вас тоже старается. Вот. Полностью с вами солидарен. Знаете, Якуб Юрьевич, мы с вами очень плодотворно побеседовали. И хотелось бы подытожить нашу беседу словами, что все-таки неважно, какой паспорт будет у нашего бойца, но наши кыргызстанцы всегда будут верить и поддержат его, с чего и мы желаем в будущем. Большое спасибо вам за беседу. Было очень приятно с вами побеседовать и узнать о Кемряне очень много деталей и нюансов. Пришло завершить время нашу передачу. Уважаемые телезрители, ну что можем мы сказать? Пожелаем удачи нашему злому кыргызу Кемряну Аббасову. И помните, что за всеми успехами лежит огромный труд. И я думаю, вы тоже сегодня прикоснулись к этому труду и приобщились к его заслугам. И будем ожидать, что в дальнейшем наш боец еще дальше будет продолжать прославлять нашу страну. С вами был я, Дед Тимирланов, наш гость, тренер и дядя Кемряна Аббасова Якуб Алиев. Увидимся, услышимся на канале Кыргызспорт ТВ. Пока-пока.